Здесь среди тысяч вот этих нежных шляпок семья Джилиловых творит настоящее чудо. 15 тонн вешенок в год. Это не просто урожай, это семейная страсть, превращенная уже в грибное царство. Все началось еще в 2015 году. Мы выращивали дома в полуподвальном помещении. И зная рынок, зная объемы сбыта потребляемого товара, мы решили масштабироваться. И в 2020 году начали строительство этого производства. Мы построили субстратный завод. Потом начали строить залы роста. Вешенки. Насколько я знаю, их большое количество. Какой сорт именно вы выращиваете? На данный момент мы выращиваем сорт Этно, потому что он стабильный, всегда у него четкий график роста, поэтому мы на данный момент используем именно этот штамм. Этапы выращивания вешенки, в принципе, их не так много. Это изготовление субстрата мешка и в дальнейшем его перфорация. Инкубация занимает 10 дней. После инкубации начинается зарост мешка мицелием, и уже на 22-й день начинается первый сбор урожая. Я обожаю грибы, но я больше как-то по шампиньонам. Вешенки никогда не покупаю и даже не знаю на вкус. Насколько отличаются шампиньоны и вешенки? У вешенки более выраженный грибной вкус. Здесь, я так понимаю, уже созрели. Да. Как они красиво растут, как цветы. Какой здесь размер шапки и как вы понимаете, что грибы уже созрели? Зрелый гриб – это шляпка порядка 60 сантиметров в диаметре и ножка 3-4 сантиметра в длину. Это уже готовый гриб к употреблению, его можно срывать и продавать. Сбор урожая каждый день, 2 раза в день, да? Да. Сейчас мы собираем порядка 1 тонны 200 килограмм в месяц. Мне всегда было интересно, как срывается. Можно я попробую? Да, конечно. Ближе к мешку и вот от верха вниз на себя. Все. Да, это потом зачистится, это все. Вот и так. Вот и готово. Красота. Прям как букет. Это все укладывается в ящики, потом в Симферополе фасуется в лотки и развозится по торговым сетям. Получается, весь Крым грибами обеспечивает семья Джилиловых. Страшно сейчас. Не надо переживать, он ничего с ним... Да, ты с ним ничего не сделаешь, не повредишь никак, не это. Смамби, а вы сами любите грибы? Нет. Нет, ладно. Потому что уже вы переели их или в принципе не любите? Так скажем, наелся глазами. Температура, влага здесь зависит от периода роста. То есть на инкубации это температура порядка 26-27 градусов, влажность 75-80%. При плодоношении температура отпускается до 16-18 градусов и влага поднимается до 85%. Влага здесь подается через промышленное оборудование вентиляционное. У вас есть в Крыму еще конкуренты? Нет. А вы не боитесь, что Нет. могут появиться? Или это все-таки не так просто сделать? Это не так просто, это трудозатратный вообще в принципе производство и финансово затратный. Но если будет конкуренция, то живая конкуренция всегда хорошо. Мы приняли участие в конкурсе «Семейная ферма». И из 7 семейных ферм, которые отобрались на конкурс, мы заняли 1 место. Мы подготовили свой бизнес-план, удачно защитили его и будем работать согласно бизнес-плану. Грант 15 миллионов нам выделили, но это 60% от суммы затрат в общем. То есть 40% это софинансирование наших собственных средств. Я так понимаю, здесь семья Джилиловых. Сколько у вас человек? Это же такой семейный бизнес. Кто занимается этим?
в основном? В основном это я, отец и братишка. То есть 3 человека занимаются таким огромным производством. И мы сейчас направляемся в сторону, где, в принципе, изготавливается основа для выращивания грибов. Это субстратное производство. Варлен ага, селям алейкум. Мы там уже подробно изучили, в принципе, как выращиваются грибы, но Осман Бей сказал, что здесь ваша зона ответственности, здесь изготавливается основа для выращивания грибов. Расскажите. Для выращивания грибов за основу берется солома пшеницы, ячменя и люцерны. По технологическому процессу это все в пропорциях смешивается вот в этом барабане, увлажняется. И после увлажнения перевозится под навес в бурты, где солома у нас 4 дня ферментируется. С продувкой воздуха мы разводим там все бактерии полезные, неполезные. После 4 дней мы загоняем эту всю солому в тоннели и там ее пастеризуем. Получаем нужное количество азота, питательных веществ для гриба. И после того, как он пропастеризуется, мы его набиваем в мешки, добавляем семена мицелия гриба. Это все смешивается? Смешивается все вместе в процессе. После того, когда все это сделается, при определенных температурах и влажности, через 20 дней получаем качественный вкусный гриб. Как вообще вот эта вот страсть к выращиванию грибов у вас возникла? С чего она началась? Ну, чисто случайно мы увидели у человека, как он занимается производством грибов. Сначала это были шампиньоны, загорелись с братишкой, начали пытаться дома производить, научились выращивать все. И как-то втянулись в это дело, втянули детей, племянников. И уже это смысл нашей работы. Весь Крым снабжаете грибами. Какие у вас дальше? Хотелось бы весь Крым, но пока нет, пока мы по своим мощностям, производством, бывает, что у нас нехватка, за это обратились к государству за грантом и выиграли грант. Вот теперь будем расширяться, чтобы накормить весь Крым качественным полезным продуктом.